В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутии разрабатывают меры поддержки предпринимателей. Айсан Николаев встретился с крупными поставщиками продовольственных товаров в регионе. Отработка навыков. Сотрудники авиалесохраны провели тренировки по спуску с вертолета. Импортозамещение по-якутски. 9 якутских брендов объединились, чтобы нести красоту и комфорт в массы. Фракция ЛДПР в Госсобрании Ил-Тумен готова в приоритетном порядке поддержать дополнительные меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях новых ограничений. Айсан Николаев провел рабочую встречу с координатором якутского отделения партии ЛДПР Гаврилом Парахиным. По мнению Парахина, главой и правительством республики в условиях новых ограничений приняты выверенные решения по поддержке бизнеса, сохранению производств и рабочих мест, сдерживанию цен на продовольственные товары, снижению налоговых ставок. Лидер фракции ЛДПР в Якутии также отметил, что полностью поддерживает решения, которые принимаются в республике в условиях новых ограничений, особенно оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Глава Якутии также провел рабочую встречу с сенатором Егором Борисовым. Сенатор доложил главе о промежуточных итогах своей законотворческой деятельности, инициативах и разрешенных задачах. Егор Борисов озвучил, что полностью поддерживает решения Айсана Николаева, направленные на поддержку населения и экономики региона в условиях новых ограничений. По мнению Борисова, за последние годы главой республики приняты системные меры по поддержке жителей сел, занимающихся личным подсобным хозяйством. На встрече также обсуждали вопросы участия республики в приоритетных федеральных госпрограммах и проектах, развития в Якутии механизмов сельхозкооперации, а также транспортного комплекса. Кроме того, глава республики встретился и с представителями крупных поставщиков продовольственных товаров. Ключевыми на повестке дня стали вопросы деятельности предпринимателей. На встрече коснулись ситуации с изменением цен, в частности, их повышения от производителей, которое сложилось в центральной части и южных регионах страны. Говорили и об использовании мер региональной поддержки, в частности, финансовой. Механизмы такой поддержки правительство региона сейчас разрабатывает. На уровне Айсена Сергеевича был проведен оперативный штаб, где в основном основные меры, которые мы планируем в ближайшее время принять, они утверждены. Соответственно, планируется оказать малому и среднему предпринимательству через фонд предпринимательства, через другие механизмы оказать помощь, в том числе по налоговым послаблениям, по имущественной поддержке, в том числе перенесли оплату имущественной поддержки с 22 на 23 год. Сегодня был решен один из самых таких вопросов, которые предприниматель поставил перед главой, что на оперштабе вопрос стоял об увеличении перечня торговых надбавок на перечне социально значимых продуктов. То есть у нас в городе Якутске такой перечень состоит из 13 наименований, было предложение увеличить до 28. На что Айсан Сергеевич четко отреагировал, что никаких таких увеличений перечня не должно быть. В принципе, мы с этим согласны, поэтому для малого и среднего предпринимательства это очень хороший знак, и в принципе этим мы остались недовольны. Между тем, глава региона дал поручение Минпреду республики проработать вопросы с федеральными поставщиками продовольственных товаров первой необходимости, а также готовить обращения по тем или иным проблемам в адрес Минпромторга России. К другим темам, региональный научно-практический центр «Фтизиатрия» в рамках реализации в Якутии пилотного проекта «Облачная поликлиника» с начала года провел более 500 консультаций. Все они прошли с использованием телемедицинских технологий. Что это такое, выяснял Дмитрий Тымыров. Как сообщают врачи научно-практического центра «Фтизиатрия», пилотный проект «Облачная поликлиника» хорошо заявила о себе в период пандемии, так как из ряда ограничительных мер им пришлось практически все консультации перевести в онлайн-режим работы. Вообще надо сказать, что облачная поликлиника была внедрена в 2018 году, но широкое внедрение получило в период пандемийных мероприятий. То есть, когда были введены ограничительные мероприятия, а наши пациенты, как известно, имеют слабый иммунитет. Поэтому мы
2020 году активно начали работать с данным приложением. То есть это и заочная консультация, видеоконтроль лечения, и другое. По словам врачей, использование новых технологий дает возможность минимизировать личные контакты врача и пациента, что также немаловажно для больных туберкулезом. Использование приложения «Облачная поликлиника» проста в работе, как и сам алгоритм ведения консультаций с пациентами. Алгоритм работы такой, что пациент, сидя дома, то есть описывается на онлайн-консультацию, данные поступают в регистратуру, и регистратор уже направляет к лечащему доктору. Лечащий доктор назначает время и дату онлайн-консультации. С начала этого года врачами-фтизиатрами уже проведено более 500 онлайн-консультаций. Это не только среди жителей столицы, но и всего региона. Также врачи проводят такие консультации и для своих коллег. Они проходят здесь практически каждый день. Вот сегодня у нас идет сеанс связи по телемедицине с врачом, районным фтизиатром Татинского УЛУСа, который нам представляет своего пациента. Пациент, значит, закончил интенсивные фазы лечения, то есть он пролечился непосредственно в условиях района, получил 60 доз химиопрепаратов, и у него, насколько я знаю, положительная динамика рентгенологическая, и у него прекратилось бактериовыделение. И вот мы, посмотрев все это, врач нам это все рассказал. По телемедицине можем посмотреть вот непосредственно компьютерную томографию, тут же по программе «Архимед», сравнить, что было и как стало. И мы выносим решение уже переводить пациента на фазу продолжения. Сегодня все учреждения здравоохранения реализуют у себя на местах этот пилотный проект. По данным Центра фтизиатрии, телемедициной охвачены 76% районов Якутии. Пока такой сервис работы недоступен в отдельных северных и арктических улусах. Но это вопрос лишь времени, ведь сегодня региональное министерство инноваций решает данный вопрос, и в скором времени телемедицина и облачная поликлиника заработает и там. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Идем далее. Сотрудники авиалесохраны провели тренировки по спуску с вертолета. Учения прошли в соответствии с подготовкой к пожароопасному сезону. Такие занятия проводят ежегодно. Отметим, что в этом году увеличит охват активно охраняемой территории, в том числе за счет открытия 3 новых авиаотделений в Аймеконском, Тампонском и Верхнеколымском районах. Тренировки проходят по программе подготовки «Парашютист-пожарный». Она также включает теорию, сдают письменный экзамен. Всего 72 человека отработали спуск по веревке с вертолета Ми-8. Сегодня мы проводим тренировку. Здесь, значит, присутствует Усьмайская, Мгинская, Чульманская, Верхневилюйская, Ленские авиаотделения. Значит, зачеты и экзамены они уже сдали теоретические. Сегодня воздушная тренировка с вертолета Ми-8. Спуски. Постоянный состав, значит, выполняет по 5 спусков. Те, которые вновь принятые, у них будет по 7 спусков, как они перворазники. А в дальнейшем, значит, с понедельника начнутся воздушная тренировка самолета Ан-2. Это парашютистов пожарных. 255 лет исполнилось Батаринскому наслегу, и находится он в самом центре Мегино-Кангаласского улуса. Там появились на свет много выдающихся якутян. Например, в декабре прошлого года Якутия отмечала столетие со дня рождения участника Великой Отечественной войны, первого из народа Саха, героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. О подвиге героя Попова жители Якутска смогли узнать в Доме дружбы народов на праздновании Дня Батаринского наслега. Сельчане юбилейное событие посвятили Году культурного наследия народов России, столетию якутской автономии и Году матери в республике. В Доме культуры дружбы народов проводим батаринские дни. Это 2 наслега, получается. Это первый батаринский и батаринские наслеги. И здесь мы проводим выставку. Как раз у нас в этом году выставка проводится Гаврилу Гавриловичу Кольцеву, 90 лет со дня его рождения. И Дмитрий Федорович Ходулов, тоже вот 110 лет.
Удобная и практичная одежда местных производителей стала доступнее, и найти ее можно в одном месте. Представители 9 брендов одежды и аксессуаров объединились. Это очень актуально, ведь иностранные компании постепенно уходят с российского рынка. Продолжит Александр Хавренко. Непростая экономическая ситуация в стране, санкции – все это приводит к тому, что многие думают, что теперь одеваться стильно, модно и молодежно будет либо очень дорого, либо практически невозможно. Но, уверяю вас, это не так. Якутские дизайнеры позаботились о том, чтобы жители нашего города продолжали все так же быть стильными и модными. Бренды одежды местных производителей на рынке существуют давно, но наибольшую актуальность они приобретают именно сегодня. 9 представителей якутских брендов собрались в одном месте, чтобы нести красоту и комфорт в массы. Эта одежда отличается, кажется, от всего именно тем, что она местная и что она подстроена под менталитет наших женщин, под физиологию, анатомию наших женщин, что мы все здесь собрались, да, воедино, скажем так, именно для того, чтобы продвигать эту идею того, что дизайнерская одежда может быть еще и носибельной, доступной, да, и что ее может, ну, то есть в плане там бюджетной даже, да, в какой-то мере, что мы стараемся придерживать цены для того, чтобы каждая девушка могла себе позволить это. Бренду Knit & Fit в апреле исполняется всего год, но за это время одежда дизайнеров компании уже полюбилась якутянам. Начинали мы с базовых спортивных костюмов, из швейного трикотажа и потихоньку расширяем свой ассортимент на вязаный трикотаж, на базовые модели не только со спортивным уклоном, но концепция бренда – это трикотажные, удобные, комфортные, стильные вещи для женщин и для мужчин также. Спортивные костюмы они стали очень популярны во время пандемии, когда все сидели дома, когда все старались одеваться более, в комфортную одежду какую-то. И сейчас эта тенденция до сих пор идет. Большинство вещей шьется в Якутске, но иногда дизайнеры привлекают российские пошивочные или вязальные цеха. Как это делают представителей бренда «Три дизайнера». Бренд позиционирует себя для успешных женщин, которые любят красоту, уверенность в себе. В основном мы специализируемся на трикотаже. У нас есть небольшой производственный цех в Якутске, в котором мы отшиваемся. Вот могу похвастаться, это вот наш экспериментальный, давно мы выпускаем эти модели на основе кимоно. Вот уже почти 5 лет мы их отшиваем. Вот так вот, видите, они шиты из трикотажа. Нынешняя ситуация не могла не отразиться на производителях. Ткани для одежды закупаются либо у российских поставщиков, либо напрямую за рубежом, и цены на них зависят от курса доллара. Но предприниматели обещают, что будут стараться сдерживать цены на комфортном уровне, насколько это будет возможно. Ну и напоследок несколько советов от стилиста. Говорить про тренды, это такие базовые вещи, комфортные вещи, вещи, в которых человек чувствует себя удобно. Варианты сейчас такие вот свитшоты с вот такими вот замками, да, по горлу очень актуальны. Дальше, говоря о комфорте, о цвете, то сейчас в тренде природные оттенки, максимально яркие, максимально приближенные к реальности, да. Но особенность именно вот такой одежды в том, что она универсальна, потому что если мы дополняем, допустим, такой образ уже какими-либо допустим, деталями, аксессуарами, мы добавляем, да, к таким вещам уже аксессуары какие-то интересные, то у нас получается совсем другое прочтение. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. К текущему часу это вся информация. Увидимся на наших каналах.